республике подвели итоги конкурса «Я и моя семья». Он проводился впервые в рамках межведомственной акции «Мы за безопасное будущее». Дети со всех районов Коми присылали рисунки, фотографии и сочинения. Авторы лучших работ принимали поздравления сегодня в Министерстве внутренних дел Коми. Подробности у Натальи Литкевич. Супряткин Марк, Прилузский район. Поздравляю. Пятиклассник Марк Супряткин – автор одной из фотографий, которые признаны лучшими. На ней вся его большая семья. Они вместе выбирали сюжет для конкурсной работы и вместе приехали за заслуженной наградой. Первой, но, как надеется его мама, не последней. Тем более, что такой большой и дружной его семья стала только в этом году. В семье, конечно, был один Марик. Этим летом у нас семья стала многодетная, потому что появились еще дети – Ксюша и Саша. Сыктывкарке Елене Лопатиной 13 лет. 7 из них она и ее младшая сестра живут в столичном интернате номер 1. По словам девочки, мама перестала с ними справляться. Но одинокой она себя не чувствует и активно участвует во всевозможных конкурсах. Ко мне часто приезжают, каждое воскресенье посещают. Я по каникулам, по выходным иногда бываю дома. Да, у меня еще кроме сестры еще есть 2 сестры и 2 брата. Я нянчусь, общаюсь, мне очень хорошо живется. Из более чем 700 работ организаторы выбрали 12, а гран-при конкурса получил пятиклассник из Воркутинской школы номер 40 Михаил Сазонов за историю одной девочки. Миша, а почему история одной девочки, хотя автор работы был мальчик? Потому что у меня мама в саду работает, и там, уже были такие случаи, что родители много работают, а дети хотят, чтобы они больше, уделяли время им. Главная цель конкурса – сплотить семьи, по мнению организаторов, достигнута. Очень много приехало семей именно с детишками, родители приехали. Приехал не один ребенок, приехала вся семья. Это очень сильно объединяет семьи. После официальной части в Министерстве внутренних дел ребята вместе с родителями отправились в подразделение полиции. В столичном управлении их познакомили с действующей в городе системой видеонаблюдения. Писать номер, все, это являлось бы тогда доказательством в суде. Потому что действительно данная автомашина совершила правонарушение. Бойцы ОМОНа продемонстрировали приемы задержания нарушителей и боевое оружие. Это пистолет-пулемет, кедр. Стреляют одиночными, так и автоматически. А кинологи МВД показали, на что способны их питомцы. Сиди. Завершилась встреча ребят и их родителей традиционно чаепитием. Сейчас многие из них на пути домой. И везут с собой не только дипломы победителей, но и хорошие воспоминания о дне, проведенном с полицейскими Коми. Наталья Литкевич, Кирилл Щучалин, телеканал Юрган, Сыктывкар.